Предки талышей, как и остальные народы на ранней стадии формирования этнического сознания, в таких природных явлениях, как, например, затмение Солнца и Луны, видели приближающееся разрушение мира. Во время затмения Луны они стучали в медную посуду и стреляли из ружей, желая освободить ее путем запугивания и шума из рук тех чертей, которыми светило будто бы было задержано. Эти дьяволы, как считалось, ловят Луну и погружают ее в большое глубокое озеро, находящееся на третьем небе. Только сильный шум или выстрелы людей могли заставить их отпустить Луну на волю. Древние талыши верили, что демоны очень боятся звука металлических предметов, а поэтому каждый человек, когда ему приходится идти в лес или отправиться куда-нибудь ночью, непременно должен брать с собой в дорогу нож или какую-нибудь медную вещь, чтобы избавиться от демонов, которые могут преследовать человека с целью извести его. В талышских мифах молния, гроза связываются с живущей на небе и враждующей с людьми старухой. Разгневанная, она садится на лошадь и скачет по небу. Всякий раз, когда нога лошади ударяется о небесную твердь, то высекает искру, которую мы называем молнией, а гром – звук топота копыт. Ранее, согласно преданию, талыши верили, что земля стоит на рогах быка, а бык стоит на рыбе. Когда рыба поворачивает голову, то происходит землетрясение, ну а если вдруг рыба пошевелится, то земля окончательно разрушится. Также священными деревьями у талышей считались бук, дуб, а также платан или азатовое дерево. Ранние исследования отмечали и конкретные экземпляры, являющиеся объектами особого почитания. Места со священными деревьями, как и всякую святыню, талыши называют оджах. Талыши считали, что эти деревья священные и способны излечивать различные заболевания и уберечь от несчастий. У подножия таких деревьев талыши зажигали свечи, оставляли деньги, веря, что сбудутся их самые сокровенные желания. Некоторые персонажи талышской мифологии. Аждахо. Аждахо – это дракон-змей, отрицательный герой. Алажен. Алажен – это демоница, дикая женщина, пытающаяся навредить роженицам. Талыши часто рассказывают реальные истории, которые были когда-то в разных деревнях, когда люди видели, как Алажен нападает на животных, либо на людей. У Алажен также есть муж, который также является лесным существом. Его называют Аламерт. Мужского пола, наподобие снежного человека. Он дикий и опасен для человека. Любых демонов талыши называют джин. Они причиняют чаще всего вред человеку. Среди джинов не бывает каких-то добрых существ. Див. Див – это страшное существо, демоническое, с одной стороны, и достаточно глупое и неуклюжее с другой. В талышских сказках чаще всего главный герой, персонаж, мужчина, мальчик, побеждают дива своим умом, потому что они глупые. Лейду или Леду и Маамут. По легенде, братья, спасающие сестру, на чье стадо напали кочевники. Сё Голеш – главный хозяин и страж скота. Сё Чухо – схожий образ с Сё Голешем, образ пастуха в черном одеянии, способен приносить удачу и исполнять желания. Хадер Наби или Карди Зуа – олицетворение водного пространства и зелени, покровитель скота. Чушама Хатун – существо, живущее в море. Шаша – демоница размером с кошку, пытается навредить ребенку.